Таджикистан укрепляет свои рубежи. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как ситуация в Афганистане заставила зашевелиться наше правительство. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. США и Россия для укрепления таджикско-афганской границы построят контрольно-пропускные пункты и пограничные отряды на миллионы долларов. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности в Афганистане. Когда лидер исламской партии Афганистана Гульбидин Хикматияр недавно обвинил Таджикистан в укрывательстве противников талибов. Посол США в Таджикистане Джон Марк Помершайм на пресс-конференции в Душанбе 10 мая заявил, что США намерены построить погранпост на таджикско-афганской границе, а также пограничный отряд для 900 военнослужащих и членов их семей на границе с Афганистаном. По словам посла, строительство нового пограничного поста в Чалдаваре на таджикско-афганской границе обойдется в $3 миллиона, а строительство пограничного отряда в $30 миллионов. Дипломат также сообщил журналистам, что США планируют отремонтировать 7 пограничных контрольно-пропускных пунктов в Таджикистане. Строительство КПП и пограничного отряда начнется в ближайшее время. Это один из крупнейших грантов США Таджикистану. В будущем только в составе пограничного отряда смогут жить 900 военнослужащих и членов их семей. Еще один вопрос – это ремонт 7 пунктов пропуска на границе. В прошлом мы помогли отремонтировать 4 погранперехода. В дальнейшем будем помогать пограничным войскам Таджикистана в модернизации таких объектов, в том числе кинологических центров, добавил американский посол. Между тем, посол также заявил, что США поставят пограничным войскам Таджикистана разведывательные дроны «Пума». Джордж Марк Помершайм отметил, что детали соглашения стоимостью в $20 миллионов в настоящее время согласовываются с сторонами. По его словам, американские дроны будут служить для наблюдения за воздушным пространством Таджикистана в приграничных районах. А как вы относитесь к такому усилению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Тем временем, 11 мая парламент Таджикистана одобрил грантовое соглашение с Россией о выделении Российской Федерации $1 миллиона на строительство пограничного КПП на таджикско-афганской границе. Комментируя соглашение, министр финансов Таджикистана Файзидин Кахарзода сообщил, что целью соглашения является усиление охраны государственных границ Таджикистана. По окончании заседания в беседе Файзидин Кахарзода не уточнил, в каком районе таджикско-афганской границы будет построен пункт пропуска, заявив, что это будет определено компетентными органами. Министр финансов также добавил, что на этом КПП таджикские солдаты будут охранять границу, и он предназначен только для Таджикистана. Напомним, в августе прошлого года радикальное движение «Талибан» свергло законное правительство Афганистана, взяв страну в свой контроль. После прихода талибов к власти эксперты обеспокоены возможностью вторжения террористических групп в Центральную Азию. Так, в последние месяцы участились сообщения об атаках или пусках ракет Афганистаном в страны Центральной Азии, в частности в Узбекистан и Таджикистан, хотя талибы отрицают свою причастность к этому и заявляют, что это дело рук новой ячейки экстремистской группировки ИГИЛ. Однако эксперты говорят, что группировка действует под влиянием талибов. А как вы относитесь к такой ситуации? К тому, что в принципе передача гранта Таджикистану со стороны России может быть затруднена на фоне последних событий, но тем не менее Таджикистан думает лишь о своих границах, и потому нельзя не похвалить наше правительство за то, что они укрепляются. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!